Кажется, что уханьская зараза пробралась во все уголки страны, но это не так. Пока разумно принятые меры не дают опасной пандемии распространиться еще дальше. Отсутствует болезнь и в Алтае, Калмыкии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Тыве, Севастополе. Инфекции нет и в Астраханской, Владимирской, Вологодской, Магаданской, Омской областях, Алтайском, Еврейском, Чукотском и Ямало-Ненецком округах. Чтобы статистика заражений не пошла вверх, страна вводит все меры. Российское правительство временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Следующая неделя объявлена нерабочей для профилактики распространения коронавируса. Минтруд также обнародовал на своем сайте рекомендации из-за грядущего карантина. В разъяснениях ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. Ее должны произвести в обычном размере. Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается. Решена проблема и с соцвыплатами. Пенсионный фонд страны уже перевел банкам и Почте России более 469 миллиардов рублей на выплату апрельских пенсий и пособий. Из этой суммы россиянам будут выплачены пенсии в первой половине апреля, а ветераны получат единовременные выплаты к 75-летию Победы. Как уточняет в Пенсионном фонде России, средства на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля уже направлены Почте России и другим доставочным организациям. Сейчас единственная, самая разумная мера – 14 дней изоляции в домашних условиях для всех. Людей всей планеты призывают сидеть дома ради них самих, так как по последней информации, полученной от Всемирной организации здравоохранения, вирус мутирует, и теперь в зону риска вошла и молодежь. Во Франции 12 подростков заражены инфекцией и сейчас находятся в реанимации. Во Франции от коронавируса умерла девочка-подросток. Это подтвердил министр здравоохранения страны. Пациентке всего 16 лет. Внимание, никаких, конечно же, хронических болезней у нее не было. Не миновала инфекция грудных детей. На днях в США зарегистрирована смерть первого младенца, зараженного коронавирусом COVID-19 из Чикаго, которому не исполнилось и года. Ранее сообщалось, что ребенок с коронавирусом скончался и в Китае. В зоне риска любой. На сегодняшний день в мире от вируса скончались более 31 тысяч человек. Лидером по числу заражений стала США, которая обогнала Италию. Там зарегистрировано порядка 124 тысяч заболевших. В Италии более 92 тысяч. И третье место – Китай, где число инфицированных подходит к 83 тысячам. Цифры говорят сами за себя. А те, кто еще не до конца верит в происходящее, просто послушайте. Поймите серьезно, большой поток людей будет умирать. Если мы не перестанем гулять и разносить инфекцию друг другу, люди будут умирать, люди будут сильно умирать и болеть. Пожалуйста, те, кто перенесли легкую форму, не забывайте о том, что когда вы ходите, распространяете инфекцию тем людям, которые могут серьезно занести инфекцию и иметь осложнения. Вы должны просто остановить это все. Ребята, сидите дома, не выходите только по нужде, когда нужно пойти что-то купить, покушать. Перестаньте жаловаться на то, что вам скучно, что вам нечего делать дома. Ребята, люди умирают. Дана Плеева, Новости 24.